Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Ведущие российские онлайн-платформы для найма персонала пока не фиксируют существенных изменений в рекрутинговых стратегиях российских компаний. Однако в перспективе падение зарплат и рост безработицы почти неизбежны, пишет «Коммерсант», уточняя, что уровень последний может к концу 2022 года подняться до 7%. Как развивается рынок труда в регионе? В Якутии уже несколько лет реализуется проект «Местные кадры в промышленность». Гость студии Сава Михайлов, заместитель председателя Госкомитета Республики по занятости населения. Сава Анатольевич, здравствуйте. Каков процент безработицы в Якутии? По данным органов статистики, в республике численность рабочей силы составляет 500 тысяч человек в целом по республике, да? А в сельской местности это 150 тысяч человек. Как вы знаете, в селе работы действительно не так много, как в городе, поэтому регистрируем безработицу, если в республике Саха-Якутия составляет на сегодня 7,1%, то в селе это уровень чуть больше. На 2,3 пункта выше, это где-то 9,4% уровень безработицы в селе. А какие вакансии сейчас актуальны в сельской местности? В сельской местности в целом у нас по республике сегодня 10 500 вакансий. Если, например, общая зарегистрированная безработица в республике составляет около 8 тысяч человек, то на самом деле, если нашли бы 9 тысяч ищущих работу, безработных на предлагаемую работу, то у нас безработицы не было бы. Но, к сожалению, здесь разные характеристики есть. Например, многие работы требуются в промышленных объектах, многие в городе Якутске, поэтому в селе это в основном бюджетная сфера. В первую очередь это первая тройка: учителя, врачи, инженера и разного рода специалисты бюджетной сферы. И по рабочим специальностям тоже нехватка есть. В целом у нас по республике, если так смотреть, из 100% 68% это рабочие профессии. А какие меры принимаются службой занятости для повышения занятости сельского населения? Здесь комплексный подход. Мы вместе со всеми органами исполнительной власти, со всеми улусами, городами нашей республики работаем по этому направлению. Вопрос трудоустройства, занятости вы сами знаете прекрасно, да? Если человек работает, то семья будет комфортно существовать. Если человек будет работать, то экономика будет развиваться. Поэтому здесь у нас есть множество госпрограмм, проектов, да, именно по привлечению молодых специалистов, именно по закреплению специалистов в сельской местности. Мы активно начали разрабатывать проект «Занятость населения». И на сегодня, что делается? В первую очередь, это организация общественных работ в сельской местности. Например, в течение 2 месяцев создаются рабочие места общественные в селах. Мы в прошлом году охватили более 200 человек. В этом году количество увеличится, поэтому наши сельчане рады. И разными, не только постоянными трудоустройствами, но и временная такая занятость тоже помогает очень сильно сельчанам. А по каким направлениям организуются общественные работы на селе? Общественная работа на селе – это в основном летнее время, летний сезон, скажем, летний-осенний, когда заготовка сена идет, когда ремонтно-строительные работы, уборка территорий, строительство изгородей. В тех проектах, которых вся республика знает, по проекту «Родные села и города», по поддержке местных инициатив, на самом деле во всех этих проектах работают местные кадры, то есть жители этого же села, чтобы там кого-то перевести, кого-то обучить, кого-то с кем-то работать, здесь сложность есть. И я не отметил основную еще помощь от имени Государственной службы занятости. Это единовременная финансовая поддержка в открытии своего дела. В прошлом году 110 жителей сел открыли свое дело. Мы недавно в рамках Международного женского дня провели такой прекрасный семинар, где обсуждали
какие же были проекты созданы именно в сельской местности, именно женщинами, да. И в этом году у нас проект, мы охватим все больше человек, 311 планируем, 331, и из них больше половины, где-то, ну, половина будет именно для сельской местности, для аграрных районов. И, например, будучи безработным, он создает, ну, составляет бизнес-план и открывает свое рабочее место. Например, это может быть какое-то, если в селе это хозяйство или какие-то услуги парикмахера, например, вот в Усмае одна девушка открыла кондитерский цех, да, для приобретения. И потом, будучи безработным, развивая свою, вот, скажем, маленький свой бизнес, уже начинает сам быть работодателем. Да? Поэтому вопрос о самозанятости, это на самом деле тоже является приоритетным именно в сельской местности. А так, если вот по-простому, да, мы же общаемся, я сам родом из села, поэтому я всегда вот с главами наследников разговариваю. Я говорю, сколько у тебя безработных? И говорит, ну, зарегистрировано там 2-3 человека. Ну хорошо, а когда-то было по 10 и по 15 человек. А они чем занимаются? Они на самом деле работают. Кто-то таксует, кто-то там, ну, по-простому говорят, халтурой занимается. На самом деле это самозанятость по-настоящему. Да? Поэтому мы хотим вот вместе с Минпредом, вместе с налоговыми органами вот, пропагандировать самозанятость, чтобы в будущем пенсионное обеспечение было у сельчан. Да? На самом деле все мужчины, все жители сел, на самом деле все работают. Поэтому здесь говорит о том, что у нас, например, безработица какая-то большая, это, ну, мы не согласимся, потому что вот если даже ярмарки проводим, в этом году у нас самое большое количество ярмарок будет, уже начались специализированные ярмарки для молодых мам, для женщин, для молодежи. Вот скоро в апреле проведем традиционную траекторию карьеры, да, и мы смотрим, очень много востребовано профессий, ну и специальностей именно в сельской местности. Поэтому говорит о том, что работы нет, мы не хотим. Еще вы тоже много рассказывали о том, что сколько у нас программ стимулирования есть, начиная с земского доктора, да, учителям. Сейчас есть уже по узким специальностям в сфере культуры тоже подъемные есть. Поэтому главы наследников в свое время, чтобы привлекать молодежь и специалистов как бы на свою территорию, в свой муниципалитет, создают тоже условия, строят там 4-квартирные дома, благоустроенные дома предлагают. Поэтому здесь идет с двух сторон. То есть заинтересованность должна быть, самое главное, от самого человека, да, в первую очередь, и от нас. Это содействие, создание разных условий, стимулирования. Поэтому это большой такой комплексный подход. Какая работа ведется по трудоустройству сельского населения? Ведь реализуется проект «Местные кадры в промышленности». Ну, местные кадры в промышленность мы начали в 2017 году. И вот начиная с 2018 года уже большой интерес был именно для сельской местности, да, для жителей. И по истечении времени, уже на сегодня, да, в 2022 году у нас 43 компании участвуют. Это все крупные компании Республики Саха-Якутия. Это не только отрасль или сфера промышленности, да, это и дорожное хозяйство, это строительство. Поэтому в этом направлении у нас цель стоит, задача поручения главы республики, чтобы мы в рамках МКП, местные кадры промышленности, трудоустроили более 25 тысяч человек. По итогам 2021 года у нас трудоустроено 11 тысяч человек, если ровно сказать, 11 505 человек. Да? И 1/3 – это сельские жители. Вот очень активно принимают участие горный район, Хангаласский улус, Мегино-Кангаласский, да, Нюрбинский. Поэтому, когда в селе, например, ну, скажем,
отец семейства, да, хочет побольше заработать, помочь детям, внукам, независимо от возраста. Может переобучаться, может какой-то, например, яркий пример есть. Учитель истории в Сунтарском Улусе через центр занятости получил дополнительное образование. Мы курсы проводим очень много, да, и он стал водителем БелАЗа. И сейчас работает вахтовым методом в Алросе. Поэтому тоже на НВК Саха он говорит, я получаю уже 4 раза больше зарплаты, больше у нас стимула. Поэтому в этом году мы уже вот в Анабарском, в Оленевском районе уже начали. Вместе с Алмаза Анабара, они как заказчиком выступают, мы ровно 50 человек, не откуда-то, а именно жителей Анабарского, Оленевского района сейчас учим. Они сейчас проходят теоретическую часть, а скоро экзамен уже сдадут, и они будут уже трудоустроены в апреле уже в Алмазах Анабара. Поэтому у нас для работа, отправка, да, желающих из сельской местности, промышленность, приоритетная задача. И опять-таки можно сравнить. Если, например, где-то 10 лет назад мы говорили, а все-таки коренное население к промышленности, какие-то фобии есть или опасности, или вот отправляются, но как-то не адаптируются, обратно возвращаются. Сейчас такого нет. Наоборот, там есть понятие наставничества. Если молодой человек, то стажировка, поэтому вольготно чувствуют и, наоборот, рекламируют уже. И у нас же много проектов. Это местные кадры, промышленность, на вахту 14 поэтому активность в этом каждый год увеличивается. В этом году по каким программам планируется обучение, особенно в сельской местности? Обучение и дополнительное образование у нас одна из задач Госкомитета занятости. В этом году мы в целом 1500 жителей Якутии хотим обучить, дать новые квалификации, новые компетенции. Компетенции у нас где-то 180. Да? Если вот 1500 разделить, как мы будем это посмотреть, это 100 человек, это инвалиды, людей с инвалидностью, 500 по линии местные кадры промышленность и 500 это мамы в год матери. У нас такая цель и задача, потому что многие молодые мамы, которые сидят по уходу до 3 лет, могут и компетенцию свою развивать. Например, они когда-то получили, может быть, невостребованную профессию, а сейчас уже в рамках нашей программы уже бесплатно с бюджета республики они могут получить вот такую компетенцию. И по истечении 3 лет уже найдут соответствующую работу. Поэтому обучение и, как правило, когда мы обучаем, они 90% минимум, я говорю, да, находят работу, и уже мы, зная о том, что кто будет работодателем, мы обучаем на такие специальности. Сава Анатольевич, спасибо, что ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.